Индикатор заряда на треснувшем экране старой Нокии мигнул красным в последний раз. 3%. 3 жалких удара электрического сердца, отделяющих ее жизнь от огненного ада. Надо мной, всего в полуметре бетона, скрипнули тяжелые ботинки тех, кто пришел убивать, и этот звук в вязкой тишине подвала прогремел, как лязг затвора гаубицы. Я зажал рот грязной, пахнущей мазутом ладонью, чтобы не завыть от животного ужаса и бессилия, отчетливо понимая: если я сейчас не наберу номер, Настя сгорит заживо, ровно в 6:00. Меня зовут Виктор. Хотя для большинства обитателей этого спального района я просто «Эй, слышь!» или пустое место, которое старательно обходит взгляд приличного человека. Мне 58 лет, из которых последние 3 я живу в техническом подполье 9-этажной панельки на окраине города. Мой дом — это сплетение ржавых труб, обмотанных стекловатой, запах сырой земли, кошачьей мочи и вечной въедливой прелости, которая пропитывает кожу так, что ни одна баня не отмоет. Здесь, внизу, время течет иначе. Оно измеряется не часами, а вибрацией стен. Вот в 6 утра загудели трубы, город просыпается, смывает с себя сон, включает чайники. Вот в 7:30 хлопнула первая дверь подъезда, потянулись на заводы и в офисы угрюмые люди. А вот ближе к 8 зашуршали шины мусоровоза, моего главного конкурента и кормильца. Но сегодня время остановилось. Сегодня оно сжалось в тугую пружину, готовую разорвать в клочья не только это утро, но и единственную светлую душу, которая держала меня на плаву в этом океане серости. Чтобы вы поняли, почему старый контуженный сапер, похоронивший совесть на дне стакана еще в нулевых, вдруг решил играть героя, мне придется отмотать пленку назад. Ненадолго. Всего на 4 месяца. В тот ноябрьский день, когда зима в наших краях решила не ждать календаря и ударила сразу, под дых, ледяным ветром из залива. Тогда я думал, что сдохну. Это не фигура речи. У бродяг есть такое чувство — точка замерзания, когда холод пробирается не под куртку, а внутрь, в самую сердцевину костей, и ты понимаешь — тепла больше не будет. Я сидел у вентиляционной шахты кафе «Уют», пытаясь поймать хоть немного теплого воздуха, выходящего из кухни. Зубы выбивали дробь. Пальцы на ногах уже давно потеряли чувствительность, превратившись в деревяшки. Я был трезв, и это делало мучения невыносимыми. Алкоголь — плохой друг, но отличная анестезия. А в тот день у меня не было ни копейки даже на фанфурик спирта. Кафе «Уют» — одно из тех безликих заведений, коими утыканы первые этажи наших многоэтажек. Днем здесь кормят бизнес-ланчами клерков из соседнего банка. Вечером наливают паленую водку местным таксистам и усталым мужикам, прячущимся от жен. Владелец Аркадий Хумцов по кличке Кабан, человек тяжелый, с глазами-пуговицами и повадками братка из 90-х, экономил на всем. На продуктах, на ремонте, на людях. Особенно на людях. Я сидел, уткнувшись носом в колени, и слушал, как желудок скручивается в тугой узел. Голод — это не когда хочется кушать. Голод — это когда твой организм начинает пожирать сам себя. Когда мысли становятся тягучими, как кисель, а перед глазами плывут цветные круги. Задняя дверь кафе, обитая железом, скрипнула. Я вздрогнул, инстинктивно вжимаясь в кирпичную стену. Обычно, если дверь открывалась, оттуда вылетал либо мат повара, либо пинок охранника, либо ведро помоев. Я приготовился бежать, хотя ноги не слушались. Но вместо крика я услышал тихий,
почти детский голос. «Дядя, вы живой?» Я поднял голову. В проеме стояла девушка. Совсем молоденькая, лет 25, не больше. Худенькая, в каком-то нелепом, слишком большом для нее фартуке, поверх застиранной водолазки. Лицо бледное, прозрачное, с темными кругами под глазами. Печать хронического недосыпа, которую я научился узнавать безошибочно. В руках она держала дымящийся пластиковый контейнер. «Возьмите». Она протянула мне еду, воровато оглядываясь через плечо вглубь коридора. «Только быстро, если если Аркадий Петрович увидит, он меня убьет». Я смотрел на нее и не мог пошевелиться. Не потому, что замерз, а потому, что за 3 года жизни на улице я отвык, что на меня смотрят так. Не сквозь меня, не с брезгливостью, не со страхом, а с жалостью. С человеческой, мать ее, жалостью. «Берите же». Она сунула контейнер мне в закоченевшие руки. «Там солянка горячая и хлеб». Тепло пластика обожгло ладони. Запах, густой, мясной, с нотками соленых огурцов и лимона, ударил в нос так сильно, что у меня закружилась голова. «Спасибо, дочка», — прохрипел я. Голос сорвался, превратившись в сиплый кашель курильщика. «Дай тебе Бог. Ешьте». Она слабо улыбнулась, и эта улыбка на секунду озарила серый грязный двор. «Меня Настю зовут. Настасья. Завтра приходите в это же время, ладно? Я что-нибудь придумаю». Она исчезла за дверью так же быстро, как и появилась, оставив меня наедине с солянкой и странным чувством в груди, которое я давно забыл. Чувством, что я все еще существую. С того дня это стало нашим ритуалом. Каждое утро, без 15:07, пока город еще спал, а фонари только готовились погаснуть, я приходил к черному входу. Настя выносила мне еду. Иногда это была вчерашняя каша, иногда суп, иногда просто пара черствых булочек, которые не продались. Для меня это был пир, для нее — риск. Я быстро понял, что Настя не просто добрая душа. Она была такой же пленницей обстоятельств, как и я. Только ее клетка была чуть поприличнее моей. Я научился читать по ее лицу. Если веки припухли и глаза красные, значит, опять плакала ночью. Если руки дрожат, когда передает хлеб, значит, мать опять плоха. Анна Сергеевна, мать Насти, была учителем литературы. Интеллигентная женщина, которая всю жизнь сеяла разумное и вечное, а под старость получила инсульт. Паралич левой стороны, потеря речи, полная беспомощность. Настя тянула этот крест одна. Отец сбежал еще 10 лет назад. Растворился на просторах нашей необъятной, оставив им двушку в ипотеке и долги. Я узнавал это по крупицам. Стоя у приоткрытой двери, пока она курила. Да, она начала курить. Дешевые вонючие сигареты, пряча их в рукаве. Мы перебрасывались парой фраз. «Как мама?» — спрашивал я, торопливо проглатывая кусок котлеты. «Плохо, дядь Вить», — вздыхала она, глядя в серое небо. «Вчера скорую опять вызывали. Давление 200. Лекарства нужны импортные, а их сейчас не достать или стоят, как крыло от самолета. А зарплату кабан опять задерживает, говорит, выручки нет, а сам новую тачку жене купил». Я молчал. Что я мог сказать? Чем мог помочь старый бомж, у которого из имущества только драный бушлат до воспоминания о том, как разминировать противотанковую мину ТМ-62? Я мог только слушать. И я слушал. Я стал ее безмолвным исповедником, жилеткой, в которую нельзя поплакаться физически, слишком грязная, но можно вылить душу. Настя работала на износ. Приходила первой в 6 утра, чтобы открыть смену, и уходила последней, часто за полночь, когда кафе закрывалось. Хумцов, этот упырь в кожанке,
воспользовался ее безответностью. Он знал, ей некуда идти. С такой анкетой больная мать, отсутствие опыта, неоконченный вуз ее нигде не ждали. Он штрафовал ее за пыль на подоконнике, за кислое лицо, за разбитую чашку. Он орал на нее при клиентах, унижал, наслаждаясь своей маленькой властью. Однажды я увидел это своими глазами. Был февраль. Метель заметала город колючим снегом. Я сидел в своем укрытии, в нише за мусорными баками, откуда просматривался зал кафе через витрину. Стекло запотело, но я видел силуэты. Кабан стоял посреди зала, багровый, надутый, как индюк. Он тыкал толстым пальцем золотой печаткой в лицо Насти. Она сжалась, втянула голову в плечи, маленькая, беззащитная. «Ты что мне тут устроила?» Его рев пробивался даже через стеклопакет. «Где выручка за пятницу? Ты думаешь, я не знаю, как вы, крысы, воруете?» «Аркадий Петрович, я не брала», — я читал по ее губам. «Честно, клиентов было мало». «Мало? Я тебе покажу, мало!» Он схватил ее за худенькое плечо и тряхнул так, что у нее слетела заколка и волосы рассыпались по лицу. «Отработаешь. Каждую копейку отработаешь, поняла? Или вылетишь отсюда с волчьим билетом, ни одна собака тебя на работу не возьмет». Я почувствовал, как внутри меня, где-то в районе солнечного сплетения, начинает закипать темная, горячая ярость. Та самая, которую я привез с войны. Та, которая заставляла руки сжиматься в кулаки до белых костяшек. Мне захотелось ворваться туда, разбить витрину, схватить этого жирного Борова за кадык и давить, пока его глаза не вылезут из орбит. Я знал, как убивать. Меня учили этому лучшие инструкторы Союза. Я знал 30 способов отправить человека на тот свет голыми руками. Но я остался сидеть. Потому что я никто. Бомж. Биомусор. Если я вмешаюсь, меня просто забьют менты в обезьяннике, а Настю уволят в ту же секунду. И тогда ее мать умрет без лекарств. Моя ярость была бессильной, и от этого она жгла еще сильнее. Я просто смотрел, как Настя плачет, собирая с пола рассыпанные салфетки. А Хумцов, довольный собой, идет к барной стойке наливать себе коньяк. «Ничего», — подумал я тогда, сплевывая горькую слюну в снег. «Бог не фраер, он все видит. Отольются тебе, кабан, девичьи слезы». Я не знал тогда, что ждать Божьего суда не придется, что суд этот свершится совсем скоро, и судьей, и прокурором, и палачом в нем придется стать мне. Беда пришла не со стороны Хунцова, точнее, не совсем от него. Она пришла из подвала, того самого, где я обитал, только из другой его части, более цивилизованной, которая служила складом для кафе. Вчера днем, когда я спал на трубах, укутавшись в старое ватное одеяло, я услышал голоса. Стены в подвале тонкие, а вентиляция работает как переговорная труба. Я узнал голос кабана. Он был не один. С ним были двое, голоса незнакомые, резкие, с характерным лагерным сленгом. «Товар здесь», — бубнил кабан. 5 кило, чистый вес». «Нормально», — ответил один из незнакомцев. Голос у него был сиплый, прокуренный. «Когда забираем?» «Завтра ночью. Мои дуры все вымоют, уйдут, я закрою. Приедете — перегрузим. Главное, без палева, место людное. Не ссы, кабан, не в первый раз». Я замер, боясь дышать. Наркота. Вот откуда у Хунцова деньги на новую тачку и золотые цепи. Кафе было просто ширмой, прачечной для отмывания бабла и перевалочным пунктом для дури. 5 килограммов синтетики — это срок вплоть до пожизненного. Это серьезные люди. И очень, очень опасные. Я хотел только одного — чтобы они ушли. Чтобы они не заметили, что за фанерной перегородкой в куче тряпья лежит свидетель. Но судьба — дама с извращенным чувством юмора. В этот момент заскрипела дверь,
ведущая из кафе в склад. «Аркадий Петрович», — раздался голос Насти, — «вы здесь? У нас картошка закончилась, я возьму мешок». Секунда тишины. Мертвой, звенящей тишины. Потом звук шагов, быстрых, тяжелых. «Ты что здесь делаешь?» Голос Хомцова был тихим, но от этой тишины стыла кровь. «Я картошку», — Настя явно растерялась. «Я не знала, что вы... Что это за пакет?» «Иди наверх», — вмешался Сиплый. «Живо! И забудь, что видела, поняла?» «Да, конечно, я ничего не видела». Послышался стук каблучков, она убежала, хлопнула дверь. «Кабан, у нас проблема», — сказал Сиплый, уже без всякой интонации. «Да она тупая», — голос Хомцова дрогнул. «Ничего она не поняла. Тупая не тупая, а свидетель. Завтра пойдет с подружками трепаться. Или ментам ляпнет с дуру. Товар на миллионы, Аркаша. Мы рисковать не будем». «И что делать?» Хомцов уже не был хозяином положения. Он был напуган. «Решать вопрос. Кардинально. Завтра утром, до открытия. Сделаем красиво. Типа газ взорвался. Старая проводка, искра, бум. Нет кафе, нет улик, нет глупой официантки. Чисто, гладко. Спишем на несчастный случай. Я лежал на трубах, и меня колотила дрожь. Они приговорили ее. Просто так, мимоходом, как прихлопывают комара. Всю ночь я не сомкнул глаз. Я слушал. Слушал, как уезжают машины, как стихает город, и разрабатывал план. Мой старый ржавый мозг сапера заработал на полную катушку. И вот теперь я стою здесь. 6 утра неумолимо близится. Телефон в руке кажется раскаленным углем. Настя должна быть уже на подходе. Она пунктуальная. Она всегда приходит за 15 минут до открытия. Если она повернет ключ в замке, если она включит свет, я нажимаю кнопку вызова. Гудки. Длинные тягучие гудки, уходящие в пустоту. «Ну же, девочка, возьми трубку. Возьми эту чертову трубку». «Алло?» — сонный, недовольный голос. «Настя!» Я не кричу, я хриплю в микрофон. «Настя, слушай меня. Не подходи к кафе, слышишь? Не смей открывать дверь». «Дядя Витя?» — она не понимает. «Вы что, пьяный? Что случилось?» Я уже подхожу, сейчас открою. «Стой!» Я ору так, что, наверное, слышно на первом этаже. «Там бомба! Настя, там смерть! Беги оттуда! На другую сторону улицы! Быстро!» В трубке тишина. Секунда. 2. Я слышу ее дыхание. Слышу шум улицы в ее телефоне. «Какая бомба? Дядь Вить, вы чего? Умоляю тебя, дочка. Ради матери. Беги». Связь обрывается, экран гаснет. Телефон сдох. Я роняю бесполезный кусок пластика на бетонный пол. Все. Я сделал все, что мог. Теперь остается только ждать. Ждать звука, который разорвет мир пополам. Я сползаю по стене на пол, закрываю голову руками, как учили в учебке. 1, 2, 3. Тишина. 4, 5. Город молчит. Только сердце стучит в ушах набатом. Неужели успела? Неужели послушала старого дурака? И в этот момент, разрывая утреннюю мглу, где-то вдалеке, но отчетливо и ясно, начинают выть сирены. Сначала одна, потом вторая. Полиция, МЧС. Я поднимаю голову. Жива. Она жива. Слезы, горячие и соленые, текут по моим небритым щекам, оставляя светлые дорожки в многолетней грязи. Я смеюсь. Смеюсь беззвучно, сотрясаясь всем телом. Я, Виктор Клюев, бывший человек, бывший солдат, бывший муж, сегодня совершил, возможно, единственный стоящий поступок за последние 10 лет. Я выиграл войну. Свою,
личную, маленькую войну за одну человеческую жизнь. И пусть наверху сейчас начнется ад, пусть меня найдут, пусть повяжут, плевать. Главное, Настя сегодня не придет открывать кафе первой. Сирены выли, разрезая морозный воздух, но я оставался на месте. Сил бежать не было, да и куда бежать крысе, когда норку заливают водой. Я приварился спиной к шершавой, покрытой многолетней копотью трубе центрального отопления. Она гудела, вибрировала, неся тепло в квартиры тех, кто наверху. В квартиры, где есть горячая вода, чистые простыни, и где никто не знает, как пахнет застарелый страх. Пока наверху разворачивалась суета, пока к кафе стягивались машины с мигалками, я закрыл глаза и провалился в воспоминания. Не в те далекие, о войне или о жене, а в совсем недавние, в те дни, что предшествовали этому безумному утру. Чтобы понять цену поступка, нужно знать цену жизни, которой ты рискуешь. А моя жизнь стоила ровно столько, сколько дают за килограмм алюминиевых банок в пункте приема вторсырья за гаражами. Мое подполье — это государство в государстве. У него свои границы, свои законы и своя валюта. Вход в него через выломанную решетку продуха с северной стороны дома, там, где густо разрослась одичавшая сирень. Для обычного человека это просто дыра в фундаменте, черная и пугающая. Для меня — парадный подъезд. Внутри пахнет сыростью и тем особым сладковатым запахом разложения, который дают подвальные кошки и гниющий мусор. Но если проползти метров 10 на животе, минуя лужи и свисающую с потолка паутину, попадаешь в бойлерную. Здесь сухо, здесь проходят магистрали отопления. Это мои тропики, мой курорт. Я обустроил лёжку по всем правилам фортификации. Снизу деревянные поддоны, утащенные со стройки супермаркета. На них слой картона в полметра толщиной. Картон — лучший теплоизолятор, любой бомж вам скажет. Сверху старый ватный матрас с помойки, прожаренный мною над костром, чтобы выгнать клопов, и гора тряпья. В изголовье мой схрон. Полбутылки спирта для протирки контактов на самый черный день. Ржавый нож, найденный в парке, и стопка книг. Да, книг. Люди выбрасывают удивительные вещи. Месяц назад кто-то выставил у подъезда полное собрание сочинений Чехова. Аккуратные синие томики. Я перетаскал их к себе за 2 ночи. Читаю при свете огарка свечи, которые леплю прямо на трубу. Антон Павлович знал толк в русской тоске. Иногда мне кажется, что он писал про нас. Только декорации сменились. Вместо имений с вишневыми садами — панельные коробки, а вместо уездных докторов — фельдшеры скорые, которые не едут на вызов к бомжам. Жизнь внизу учит дисциплине жестче, чем армия. В армии у тебя есть командир, паёк и приказ. Здесь ты сам себе командир, а приказ один — дожить до рассвета. Мой день начинался задолго до того, как просыпался город. Часов в 5 утра, когда сон самый сладкий, но и мороз самый злой. Я выползал наружу. В это время конкуренты еще спят. Конкуренты — это не только такие же бедолаги, как я, но и дворники-узбеки, которые давно смекнули, что картон и пластик — это живые деньги. Я совершал обход. Сначала мусорные баки у «пятерочки». Там можно найти просрочку. Хлеб, который стал камнем, подгнившие овощи, иногда молочку, у которой срок вышел вчера. Для моего желудка, луженого спиртом и годами подножного корма, это деликатесы. Главное — нюхать. Обоняние у меня как у волка. Я за версту чую плесень или химию. Потом дворы. Бутылки, банки — это валюта. На хлеб, на курево, на мыло. Я старался выглядеть опрятно, насколько это возможно. Раз в неделю грел воду в ведре на костре в лесопарке, мылся,
брил лицо тем же ножом, правя его о кирпич. Бомж, который опустился и перестал мыться, — покойник. Его сожрут вши, добьет гангрена или просто забьют подростки, потому что от него воняет слабостью. Я слабостью пахнуть не хотел. Именно эта привычка — бриться и держать спину прямо — и зацепила Настю в тот первый раз. Это было недели за две до того, как я узнал о бомбе. Стоял жуткий дубак. Такой, когда воздух звенит, а птицы замерзают на лету. Я пришел к черному входу кафе, как обычно, к 7 утра. Настя уже ждала. Она стояла, кутаясь в тоненькую кофточку, и переминалась с ноги на ногу. «Доброе утро, дядь Вить!» Она протянула мне пакет. Сегодня он был тяжелее обычного. «Тут котлеты остались с банкета и картошка. Возьмите, пока горячие». Я принял дар, стараясь не касаться ее чистых пальцев своими грубыми в цыпках руками. «Спасибо, Настасья. Ты сама-то ела? Ветром качает». «Не хочется». Она махнула рукой, доставая сигарету. Зажигалка не срабатывала на морозе. Я чиркнул своей, дешевой, газовой, прикрывая огонек ладонью от ветра. Она затянулась жадно, глубоко. «Мама вчера меня узнала», — вдруг сказала она, выпуская струю дыма в серое небо. «Впервые за месяц. Посмотрела так осознанно и говорит: «Настенька, ты уроки сделала?» Представляете? Думает, я еще в школе. В ее голосе было столько нежности и столько боли, что у меня защемило сердце. «Это хороший знак», — соврал я. «Мозговая деятельность восстанавливается. Память — штука хитрая. Вы так говорите грамотно». Она посмотрела на меня с любопытством. «Кем вы были? Ну, до этого?» Я усмехнулся. Кем я был? Инженером, Настя. Строил мосты. А потом ломал то, что строили другие. Сапером был. 2 компании. Страшно было? На войне не страшно. Там все понятно. Вот свои, вот враги, вот мина. Ошибся — улетел на небо. Честно. Страшно здесь, Настя. Когда врага не видно. Когда он — это равнодушие. Или бедность. Она поежилась. Это точно. Кабан вчера опять штраф выписал. Говорит, я салфетки экономлю, клиентам по одной кладу. А их на складе нет просто. Я ему говорю: «Аркадий Петрович, закажите». А он орет: «Ты меня учить будешь, нищебродка?» Вот тогда я впервые почувствовал это желание. Желание не просто пожалеть ее, а защитить. Как защищают слабого щенка от пинка сапогом. Аркадий Хумцов, кабан. Я видел его каждый день. Он приезжал к 10 на своем черном крузаке, парковался прямо на тротуаре, перекрывая проход мамочкам с колясками. Вываливался из машины грузный, с бычьей шеей, в распахнутой дубленке. Он шел к дверям своего заведения, как хозяин жизни, не глядя под ноги. Однажды я видел, как он пнул дворнягу, которая просто спала у крыльца. С размаху, дорогим ботинком, в живот. Собака завизжала и отползла, волоча лапы. Хумцов даже не остановился, только брезгливо отряхнул штанину. В тот момент я понял, этот человек не остановится ни перед чем. Для него живое существо — мусор. Что собака, что Настя, что я. Но вернемся в подвал. Мое убежище граничило со складом кафе через тонкую кирпичную перегородку. В кладке было несколько выпавших кирпичей у самого потолка. Вентиляция, которую строители забыли заделать полвека назад. Я заткнул дыру старой фуфайкой, чтобы не тянуло сквозняком. Но если фуфайку вынуть, получалось идеальное окно в мир Хумцова и идеальный слуховой аппарат. Я часто слушал. Не специально. Просто от скуки. Подвал кафе жил своей жизнью. Там гремели ящики, звенели бутылки, матерились грузчики. Но в последнее время там стали происходить странные вещи. По ночам, когда кафе закрывалось, подъезжали машины. Не грузовики с продуктами, а легковушки.
Тонированные приоры, иногда дорогие иномарки. Слышались быстрые нервные шаги, шуршание пакетов, скотч, характерный треск отматываемого скотча. Я старый солдат. Я знаю, что так не фасуют муку или сахар. Так пакуют то, что стоит дороже золота и за что убивают без раздумий. Я понимал, надо валить. Моя лёжка становилась опасной. Если они решат проверить коммуникации или расширить склад, меня найдут, а свидетели им не нужны. Но я не уходил. Из-за Насти. Какое-то иррациональное чувство ответственности приковало меня к этому месту. Я стал ее незримым ангелом-хранителем из преисподней. А потом случился тот разговор. За день до взрыва. Вечер. Я лежал на матрасе, читая при свече палату номер 6. Фуфайка из дыры была вынута. В подвале было душно, трубы жарили как не в себя. Голоса за стеной раздались внезапно. «Ты уверен, что она видела?» Голос Хунцова дрожал. В нем не было той хозяйской спеси, только липкий страх. Глаза у нее были по пятаку, кабан. Она зашла, когда мы пакеты вскрыли. Белый порошок на столе, весы. «Ты думаешь, она дура?» Этот голос был хриплым, прокуренным. Я его не знал. «Она молчит. Она боится меня», — пытался оправдаться Хунцов. «Сегодня боится, а завтра ее участковый прижмет за какую-нибудь мелочь или подружке расскажет по пьяни. Ой, Ленка, а у нас шеф наркотой барыжит. И все, кабан. Мы все поедем лес валить. Или нас закопают те, кто повыше. Ты этого хочешь?» Пауза. Я слышал, как Хунцов тяжело дышит. «Нет, не хочу. Тогда решаем. Завтра. Газ. Жалко девку, работящая. Себя пожалей. У тебя дети, жена на Мальдивы хочет. Или девка, или ты. Выбирай». Я замер. Книга выпала из рук. Внутри все похолодело. Вот так просто. Обыденно. Как выбрать между чаем и кофе. Или девка, или ты. «Ладно», — выдохнул Хунцов. «Как сделаем?» «Утром. Она приходит первая. Свет включает, искра. Мы вентиль на кухне скрутим, шланг подрежем. За ночь наберется достаточно, чтобы разнести эту халупу к чертям. А если не наберется? Тогда поможем. Поставим подарок на дверь. Растяжку на замыкание, простенькую. Откроет дверь, бах, и газа добавит. Будет выглядеть как объемный взрыв. Ты гений, татарин. Я не гений, я практик. Все, пошли, надо подготовить. Они ушли. А я остался лежать в темноте, глядя на мерцающий огарок свечи. В голове билась одна мысль. Не надо спасаться, а как спасти. У меня не было оружия, не было телефона. Тогда он еще был разряжен в 0. Я нашел зарядку только под утро в куче мусора. Чудо, что она подошла. У меня не было прав, я был никем. Но у меня было то, чего не было у них. Я знал этот дом. Я знал каждую трубу, каждый шорох. И я знал, что такое взрыв. Всю ночь я не спал. Я слушал, как они возятся за стеной. Слышал шипение газа. Они реально открутили вентиль. Запах одоранта, этой мерзкой добавки в газ, начал просачиваться даже ко мне сквозь щели. Это было опасно. Любая искра могла отправить на тот свет и меня. Но я не ушел. Я достал свою старую Nokia. Экран был черен. Я начал лихорадочно рыться в своем барахле. Где-то был провод. Где-то был краб. Универсальная зарядка, которую я спаял сам из найденного хлама, чтобы запитываться от провода лампочки в подъезде. Нашел. Подключился к патрону дежурного освещения в коридоре подвала. Рисковал получить током, руки тряслись. Появился значок батарейки.
1%, 2%. Господи, давай быстрее. Время тянулось, как резина. 3 часа ночи, 4, 5. В 5 утра они уехали. Я слышал, как хлопнули двери машин. Газ продолжал шипеть. Концентрация росла. Теперь любое движение внутри кафе — смерть. Я отключил телефон. 5%. Этого хватит. Я должен был позвонить ей. Но номера Насти у меня не было в записной книжке. Я его не записывал. Зачем бомжу номер официантки? Но я помнил его. Однажды месяц назад она диктовала его по громкой связи кому-то из банка, пытаясь отсрочить платеж. Я стоял рядом, мел двор за еду. У меня профессиональная память на цифры. Координаты минных полей я помню до сих пор. 8-912 я набрал номер и нажал вызов. И вот теперь я сижу у трубы. Сирены стихли, слышны голоса. Громкоговоритель. «Всем отойти от здания. Работает газовая служба. Угроза взрыва». Значит, поверили. Значит, оцепили. Я пошевелился. Ноги затекли. Надо выбираться. Если найдут здесь, повесят все на меня. Бомж устроил взрыв. Идеальный козел отпущения. Я собрал свои пожитки. Книги спрятал поглубже под поддон. Нож в карман. Нужно уходить через другой выход. Через слуховое окно в соседнем подъезде. Там узко, придется обдирать бока, но я пролезу. Я полз по трубам, как гигантский паук, стараясь не шуметь. Выбравшись на свет Божий в соседнем дворе, я вдохнул морозный воздух. Он был вкусным. Вкусным, как жизнь. Я обошел дом по широкой дуге и смешался с толпой зевак, которые уже собрались у ленточки оцепления. Там среди людей в халатах, накинутых на пуховики, стояла Настя. Живая, невредимая. Она прижимала телефон к уху и плакала. Рядом с ней суетился полицейский. Что-то записывал. Я надвинул шапку поглубже на глаза. Я не мог подойти к ней сейчас. Не в таком виде. Не при ментах. Но я поймал ее взгляд. Она озиралась. Искала кого-то в толпе. И на секунду наши глаза встретились. Она узнала. Даже сквозь толпу. Сквозь мои лохмотья и 3-дневную щетину. Она дернулась ко мне, но я чуть заметно качнул головой. Не надо. И растворился в толпе, уходя в серые дворы. Война не закончена, Виктор. Ты выиграл бой. Но Хумцов еще на свободе. И он поймет, кто ждал. Он поймет, что утечки информации не могло быть, кроме как из подвала. Теперь я мишень. Но впервые за 3 года я чувствовал себя не дичью, а охотником. Я засунул руки в карманы и пошел навстречу ветру. В кармане, рядом с ножом, лежал коробок спичек. У меня был план. Уходить в никуда — привычное дело для человека, у которого нигде — это адрес прописки. Я петлял по дворам, как заяц, путающий следы. Инстинкт, выработанный годами жизни на улице, вел меня прочь от эпицентра событий. Но разум, жесткий и холодный, уже чертил карту дальнейших действий. Хумцов не идиот. Как только саперы подтвердят наличие растяжки или следы взлома газовой трубы, версия с несчастным случаем рассыплется в прах. Менты начнут рыть, а Хумцов, поняв, что его план сорвался, начнет рыть еще быстрее. И искать он будет не призрачного доброжелателя, а конкретного свидетеля. Я знал, что он рано или поздно спустится в подвал. Найдет мою лёжку, увидит дыру в стене, сложит 2 и 2. Мое время было ограничено. Ноги принесли меня к железнодорожной насыпи. Здесь, под бетонным мостом, где всегда пахло криозотом и мокрой глиной, было относительно безопасно. Я сел на перевернутый ящик из-под овощей и закурил.
Последняя сигарета из пачки, которую я стрельнул вчера у студента. Дым драл горло, но успокаивал нервы. Мне нужно было увидеть Настю. Но не сейчас. Сейчас рядом с ней наверняка крутятся серые. Следователь будет задавать вопросы. Кто звонил? Откуда узнали? Есть ли враги? Настя, девочка моя, врать не умеет. Она расскажет про звонок дяде Вити. И тогда начнется охота. Я достал телефон. Заряда оставалось всего ничего. Я вынул сим-карту, сломал ее пополам и швырнул в сугроб. Телефон в другую сторону, под колеса проходящего товарняка. Нет улики, нет человека. Теперь я снова призрак. День прошел в каком-то лихорадочном тумане. Я мотался по городу, стараясь держаться людных мест, рынков, вокзалов. Там в толпе проще затеряться. Я собирал информацию. У бомжей свое радио, работающее быстрее интернета. На центральном рынке, у точки с шаурмой, где нам иногда перепадали обрезки, я встретил Косова. Косой — местный юродивый, безобидный алкаш, который знал все про всех в радиусе 3 кварталов. «Слыхал, Витек?» — зашептал он, дыша на меня перегаром. «Уюта кипиш. ОМОН приезжал, собачки. Говорят, теракт предотвратили». «Да ну!» — я изобразил искреннее удивление. «И кого взяли?» «Никого пока, но кабана прессуют. Видели, как его в бобик сажали? Он орал, как резаный, кому-то звонил. А девку ту, официантку, тоже увезли. Но вроде как свидетельницу увезли. Это плохо, но и хорошо. В отделении она в большей безопасности, чем дома. Хумцовские шестерки, татарин и рыжий туда не сунутся. Пока что». К вечеру мороз усилился. Город погрузился в сизую мглу. Фонари зажигались неохотно, мигая желтым светом, выхватывая из темноты сугробы грязного снега. Я понимал, что ночевать в моем подвале нельзя. Туда путь заказан. Пришлось идти в теплотрассу за гаражами в районе Зила. Там обитала стая Петровича, сурового мужика, державшего в кулаке десяток бродяг. Петрович меня уважал за армейское прошлое и за то, что я однажды вправил ему вывихнутое плечо. «Примешь на ночь?» — спросил я, спускаясь в люк. В нос ударил густой, тяжелый дух немытых тел и дешевого табака. «Заходи, сапер», — буркнул Петрович из темноты. «С пустыми руками?» «С пустыми, но с новостями». Я рассказал ему сказку про ментовскую облаву в моем районе. Мол, чистят подвалы перед выборами. Петрович поверил. Ночью я не спал. Лежал, слушая храп и кашель соседей, и думал. Что мне делать дальше? Сбежать? Уехать в другой город на электричках? Залечь на дно? Это было бы разумно. Это сохранило бы мне жизнь. Но перед глазами стояло лицо Насти. Бледное, испуганное, с этими огромными доверчивыми глазами. Я представил, как она возвращается домой, в свою холодную квартиру, к парализованной матери. Одна, без защиты. Хумцов откупится. У него связи, деньги. Адвокаты развалят дело, доказательства потеряются. Или спихнут все на каких-нибудь гастролеров. И тогда он придет за ней, потому что она — живой свидетель его страха и унижения. Нет, уходить нельзя. Война только началась. Утро встретило меня головной болью и решимостью. Я должен был найти способ связаться с Настей, не подставив ее. Я вспомнил, где она живет. Мы как-то разговорились, и она упомянула, что живет в хрущевке на улице Гагарина, дом 12, 2-й подъезд. Окна прямо на помойку выходят, вечно воняет, жаловалась она. Я добрался туда к обеду. Дом был старый, обшарпанный, с облупившейся штукатуркой. Типичное жилье для тех, кто не вписался в рынок. Я занял позицию на детской площадке в полуразрушенном деревянном доме-ракете. Отсюда был отличный обзор на подъезд. Мороз пробирал до костей, но я терпел. Она вышла часа в 3.
с большими сумками. Видимо, в магазин. Выглядела она ужасно. Плечи опущены, походка тяжелая. Оглядывалась по сторонам, как затравленный зверек. Я подождал, пока она отойдет от дома, и двинулся следом. Дистанция 50 метров. Капюшон на глаза, шарф до носа. Просто прохожий, просто тень. Она зашла в аптеку. Я остался ждать у входа, делая вид, что читаю объявление на столбе. Когда она вышла, я шагнул ей наперерез. «Не бойся», — тихо сказал я, не поднимая головы. Она вздрогнула, сумки чуть не выпали из рук. «Дядя Витя?» — прошептала она. «Господи, вы живой? Тише, нас могут видеть. Иди за угол к мусорным бакам, там поговорим». Мы зашли за угол кирпичной пятиэтажки. Здесь, среди переполненных контейнеров, было безлюдно. Настя вдруг бросила сумки прямо в снег и кинулась мне на шею. Она обняла меня, грязного, вонючего бомжа, и заплакала. Ее слезы были горячими, они прожигали мою куртку насквозь. Я стоял столбом, боясь пошевелиться, боясь испачкать ее, и только неуклюже похлопывал ее по спине закорузлой ладонью. «Ну все, живая же. Это вы позвонили», — всхлипывала она. «Полиция сказала, там была растяжка, граната F1 на двери. Если бы я открыла...» «Знаю, Настя, знаю». Она отстранилась, глядя мне в лицо. «Откуда? Откуда вы знали?» «Я слышал их. Я жил в подвале под складом. Слышал, как Хумцов сговаривался с бандитами. Кабан». Она побледнела еще сильнее. «Его выпустили, дядя Витя. Сегодня утром. Под подписку». Следователь сказал, улик прямых нет, только косвенные. Адвокат приехал, бумагами затряс. А мне сказали, сиди тихо, если что, звони. Я стиснул зубы так, что они скрипнули. Выпустили, твари. Он знает, что ты жива, и он знает, что кто-то его сдал. Он приходил ко мне. Час назад. Звонил в дверь, я не открыла. Он стоял там минут 10, дышал в глазок, потом сказал, «Я знаю, что ты там, сука. Ты мне за все заплатишь». Меня накрыла волна ледяной ярости. Он пришел к ней домой. Угрожал. «Слушай меня внимательно, Настя». Я взял ее за плечи и встряхнул. «Тебе нельзя там оставаться. Сегодня же забирай мать и уезжай. К тетке, к подруге, на дачу, куда угодно». «Куда я поеду?» Она безнадежно покачала головой. «Мама лежачая. У меня денег 300 рублей до зарплаты. И той не будет, кафе опечатано. Нам некуда бежать, дядя Витя. Мы в ловушке. В ловушке. Две беззащитные женщины против бандита и коррумпированной системы. И между ними только я. Старый, списанный в утиль солдат. «Хорошо», — сказал я. Мозг работал четко, как часовой механизм взрывателя. «Уезжать некуда, значит, будем обороняться». «Как?» Она смотрела на меня с надеждой, от которой мне стало страшно. Она верила в меня. Верила, что я, бомж, могу что-то сделать. «У тебя есть ключи от подвала твоего дома?» «Нет, но у бабы Вали, соседки с первого этажа, есть». «Достань их. Скажи, кошка убежала. И еще, мне нужно помыться. И одежда любая. Хоть дедова, хоть отцова. Есть что-нибудь?» Она задумалась. «Отцовские вещи, они в шкафу. Мама не разрешала выбрасывать. Старый свитер, брюки, бушлат железнодорожный. Отлично, слушай план. Сейчас идешь домой. Запираешься на все замки. Никому не открываешь. Даже ментам, если без ордера. Вечером, как стемнеет, в 10 ровно, я буду у твоего подъезда. Скинешь мне ключи от подвала и пакет с одеждой в форточку, поняла? А вы? Где вы будете? Я буду рядом. Я буду твоим часовым, Настя. Никто к тебе не войдет, я тебе обещаю». Она кивнула, вытирая слезы. В глазах появился какой-то блеск. Не страха, а решимость. «Спасибо вам. Иди и не оглядывайся». Я проводил ее взглядом до подъезда.
Убедился, что дверь захлопнулась. Потом вернулся на свой наблюдательный пост в ракету. Ночь обещала быть долгой. Я знал, что Хумцов не успокоится. Он загнан в угол. У него наркотрафик, который накрылся, долги перед партнерами. Бандиты не прощают потери товара и денег. И маячит срок. Ему нужно убрать свидетеля. Он в панике, а паника делает человека опасным и непредсказуемым. Он придет сегодня. Или пошлет своих псов. Я сидел в темноте, сжимая в кармане рукоять ножа. Это было смешно — идти с ножом на людей, у которых наверняка есть стволы. Но у меня было преимущество. Я терять нечего, а им есть. Я вспомнил Чечню, высоту 776. Мы тогда тоже были в меньшинстве, но мы держались, потому что за нами была правда. Сейчас моей правдой была эта обшарпанная хрущевка и девчонка, которая однажды поделилась со мной супом. К 10 вечера двор опустел. Окна гасли одно за другим. В окне Насти на 2-м этаже горел тусклый свет ночника. В 22:00 форточка открылась. Вниз полетел черный пакет. Он плюхнулся в сугроб с глухим звуком. Я подождал 5 минут. Тихо. Никого. Перебежками добрался до пакета. Схватил и нырнул в тень под козырек подъезда. В пакете были вещи. Свитер грубой вязки, пахнущий нафталином и старым табаком. Ватные штаны, теплые носки и, о чудо, старые зимние ботинки на меху. Пусть стоптанные, но целые. И буханка хлеба с куском колбасы. Я переодевался прямо в подвале ее дома. Это был обычный, засранный подвал, не чета моему бункеру, но здесь было тепло. Ощущение чистой, относительно, одежды на теле придало сил. Я почувствовал себя человеком. Я больше не бомж, Витя. Я Виктор Сергеевич Клюев, старший сержант запаса. И я на посту. Я нашел удобную позицию у окошка подвала, выходящего прямо на входную дверь подъезда. Выбил мутное стекло, затянул проем куском найденной тряпки, оставив щель для наблюдения. Теперь любой, кто захочет войти в подъезд, будет у меня как на ладони. Часы пробили полночь. Тишина. Час ночи. Проехала патрульная машина, лениво светя фарой по кустам. 2 часа. И тут я увидел их. Черный внедорожник, знакомый ленд-крузер, медленно въехал во двор, погасив фары. Он крался, как хищник. Остановился в тени деревьев, метрах в 30 от подъезда. Дверь открылась, вышли 2. В свете фонаря я узнал их. Рыжий и татарин. Хумцова не было. Трус предпочел послать 6. У татарина в руке была канистра, у рыжего — монтировка. Они не собирались взламывать дверь. Они собирались поджечь. Поджечь деревянную дверь старого подъезда, облить бензином 1-й этаж. Огонь пойдет вверх по деревянным перекрытиям. В таких домах пожар распространяется за минуты. Настя на 2-м этаже. С лежачей матерью. Они сгорят или задохнутся. Они ж неуверенно, нагло. Они знали, что в этом районе всем плевать на шум. Никто не вызовет полицию, пока не запахнет гарью. Я сжал нож. Нет, ножом тут не справишься. 2 здоровых лбов. Я огляделся. Подвал. Что здесь есть? Взгляд упал на угол, где были свалены остатки ремонта жильцов. Куски труб, банки с краской и лом. Тяжелый советский железный лом. Я взял его в руки. Килограммов 5 холодной стали. Идеально. Они подошли к двери. Рыжий вставил монтировку в щель домофона, чтобы вырвать магнит. Татарин отвинчивал крышку канистры. Я бесшумно открыл дверь подвала, которая находилась сбоку от крыльца, всего в 2 шагах от них. Они были так увлечены, что не смотрели по сторонам. Я выдохнул. Вспомнил молитву, которую читала моя бабушка.
Но слов не нашлось. Только ярость. Я шагнул из тьмы. «Вечер в хату, господа», — хрипло сказал я. Они обернулись одновременно. На их лицах на секунду мелькнуло удивление. Увидеть здесь в ночи какого-то мужика с ломом они не ожидали. «Ты кто такой, дядя?» — осклабился Рыжий. «Вали отсюда, пока цел». «Я домовой», — усмехнулся я. «А вы дверью ошиблись». Татарин бросил канистру и полез в карман куртки. Я знал это движение. Он тянулся за стволом. Травмат или боевой проверять я не собирался. Времени на разговоры не осталось. Я крутанул лом в руках, как учили в рукопашной, и с коротким выдохом ударил. Не по голове. Убивать я не хотел, пока не прижмут. Я ударил по руке татарина, которая была в кармане. Хруст кости прозвучал громко и сухо, как ломающаяся ветка. Татарин взвыл, согнувшись пополам. Рыжий замахнулся монтировкой. Он был быстрый, молодой, но он был уличный боец. А я — солдат. Я нырнул под его замах, принимая удар вскользь по плечу, чертов бушлат спас, спружинил, и ткнул торцом лома ему в солнечное сплетение. Рыжий захрипел, воздух выбило из его легких, глаза полезли на лоб. Он рухнул на колени, хватая ртом воздух, как рыба на льду. Татарин, баюкая сломанную руку, пытался встать и бежать. «Стоять!» — рявкнул я. «Лежать мордой в снег!» Я замахнулся ломом над его головой. Он послушно уткнулся лицом в сугроб, скуля от боли. «Кто послал?» — спросил я, хотя и так знал ответ. «Кабан?» «Кабан! Кабан!» — заверещал татарин. «Не убивай, мужик! Мы только попугать хотели!» «Попугать? С канистрой бензина?» В окне второго этажа зажегся свет. Скрипнула рама. «Дядя Витя?» — голос Насти дрожал от ужаса. «Вызывай ментов, Настя!» — крикнул я, не сводя глаз с лежащих упырей. «И скажи, что поймали поджигателей!» В этот момент зазвонил телефон у татарина, выпавший в снег. На экране высветилось «Босс». Я поднял трубку. «Ну что там?» — голос Хумцова был нетерпеливым. «Горит?» «Горит, Аркаша», — сказал я в трубку своим самым спокойным, загробным голосом. «Земля под ногами у тебя горит». В трубке повисла тишина. «Ты кто?» — прошептал Хумцов. «Я твоя совесть», — ответил я и сбросил вызов. Я посмотрел на лежащих бандитов. Рыжий уже пришел в себя и пытался отползти. Я легонько приложил его ломом по ногам. «Лежать. Ждем карету». Сирены послышались быстро. На этот раз полиция ехала охотно. Попытка поджога, задержание гражданскими — это вам не звонок бомжа. Я стоял над ними, опираясь на лом, как древнерусский богатырь на палицу, и чувствовал, как дико болит плечо. Но еще я чувствовал, как отступает холод. Впервые за много лет мне было тепло. Не от одежды, не от водки. От того, что я сделал. Но я знал, это еще не конец. Хумцов на свободе. И теперь он знает, что против него не просто случай, а человек. Человек, который знает его тайны. Битва выиграна. Но впереди была война. Удар в спину был профессиональным. Не калечащим, но сбивающим с ног. Я рухнул в снег, инстинктивно выплюнув воздух, чтобы не отбить легкие. Лом звякнул где-то рядом, выскользнув из разжавшейся ладони. «Лежать! Руки за голову! Мордой в пол!» Голоса молодых сержантов ППС звенели от адреналина. Им было страшно. Ночь, глухой двор, 2 тела в сугробе и грязный мужик с монтировкой. Классика бытового побоища, которое в любой момент может перерасти в стрельбу. Я не сопротивлялся. Я знал этот танец. Медленно завел руки за голову, переплетая пальцы. Щека прижалась к ледяной корке наста. Снег таял под теплом лица, превращаясь в грязную лужу, пахнущую собачьими метками. «Не бейте его!» — голос Насти сорвался на визг.
Она выбежала из подъезда в одном халате, босиком в галошах. «Он защищал нас! Они хотели поджечь!» «Гражданочка, отойдите!» — рявкнул один из полицейских, наваливаясь мне коленом на позвоночник. Щелкнули наручники. Холодная сталь браслетов привычно впилась в запястье. Это ощущение, как рукопожатие старого врага. Больно, но знакомо. Меня рывком подняли. Плечо, ушибленное монтировкой рыжего, отозвалось тупой, ноющей болью, которая волной докатилась до самого затылка. Я посмотрел на своих подопечных. Татарин выл, баюкая сломанную руку. Рыжий сидел на снегу, тупо глядя перед собой. Его мутило. Рядом валялась канистра. Главная улика. Запах бензина перебивал даже выхлоп патрульного УАЗа. «Этот, что ли, защитник?» Старший наряда, прапорщик с красным, обветренным лицом, посветил мне фонариком глаза. «Фу, бля! Ну и духан! Ты кто, воин?» «Клюев Виктор Сергеевич», — ответил я четко, глядя поверх луча света. 1967 года рождения. Бомж. «Бомж-каратист», — хмыкнул прапорщик. «2 лбов уложил. Чем бил?» «Ломом. Вон лежит. Самооборона и пресечение тяжкого преступления. Статья 37 УК РФ». Прапорщик удивленно присвистнул. «Грамотный. Ладно, грузите всех, разберемся в отделе. Девку тоже на освидетельствование и допрос». «Она свидетель!» — крикнул я, когда меня толкали к Бобику. «Ей охрана нужна. Разберемся», — сказал. «Пни его, Серега, чтоб быстрее лез». Обезьянник в районном ОВД мало чем изменился с советских времен. Те же крашеные масляной краской стены цвета безнадежности, грязно-зеленые снизу, грязно-белые сверху. Тот же запах хлорки, въевшегося табака и человеческого горя. Меня кинули в стакан, одиночную камеру предварительного задержания. Сказали: «Сиди тихо, Рэмбо». Я сел на деревянную лавку, отполированную тысячами задниц таких же бедолаг. Плечо пульсировало. Адреналин схлынул, оставив после себя свинцовую усталость и дикий нечеловеческий голод. Я не ел почти сутки, если не считать куска хлеба из пакета Насти. Время в камере тянется, как резиновый жгут. Ты слышишь все, что происходит в дежурке. Звонки телефонов, мат, пьяные вопли кого-то, кого притащили с улицы, стук печати. Это симфония системы. Машины, которая перемалывает людей в бумажную пыль протоколов. Я закрыл глаза и стал ждать. Я знал, что меня будут мариновать. Это старый ментовский трюк — дать клиенту дойти до кондиции, проголодаться, захотеть в туалет, потерять волю. Но они не знали, с кем связались. Я мог сидеть неподвижно сутками. Сапер учится терпению раньше, чем учится ходить. Вызвали меня только под утро. Кабинет следователя был прокурен так, что хоть топор вешай. За столом, заваленным папками с делами, сидел грузный мужчина лет 45. Расстегнутый ворот форменной рубашки, галстук сбился на бок, под глазами мешки, в которых можно хранить картошку. «Капитан Савельев». Я прочитал табличку на двери. Он не смотрел на меня. Писал что-то, яростно черкая дешевой ручкой по бумаге. Я стоял у двери, переминаясь с ноги на ногу. Наручники с меня сняли, но посадили на стул, привинченный к полу. Наконец он поднял голову. Взгляд у него был тяжелый, мутный, как вода в осенние лужи. Взгляд человека, который видел столько дерьма, что перестал верить в существование роз. «Ну, рассказывай, Клюев», — сказал он без предисловий, закуривая очередную сигарету. «Как докатился до жизни такой? И зачем пацанам кости переломал?» «Пацанам?» — я усмехнулся. Губы потрескались и кровили. «Эти пацаны шли с канистры бензина жечь жилой дом. Там женщина парализована и девчонка.
Это покушение на убийство 2 и более лиц, совершенное общеопасным способом. От 15 до пожизненного, гражданин капитан. Савельев затянулся, выпустил струю дыма в потолок и посмотрел на меня с интересом. Ты посмотри на него. Юридический заканчивал, жизненный и инженерно-саперное училище. Он замер, сигарета застыла в воздухе. Воевал? Вторая компания. Сводный отряд разминирования. Контузия, ранение. Награды есть, если не пропили в военкомате мои документы. Капитан помолчал. Потом открыл ящик стола, достал папку. Пробили мы тебя по пальчикам, Клюев. Есть ты в базе. Чистый. В розыске не числишься. Жена умерла 5 лет назад. Квартиру потерял через год. Классика. Он швырнул папку на стол. А теперь слушай меня, сапер. Те 2, которых ты приголубил, это торпеды местные. 6. Они сейчас в соседнем кабинете поют, как соловьи. Говорят, ты на них напал, хотел денег отобрать. А канистры — это они машину заправить шли, бензин кончился. «А лом я с собой ношу вместо зубочистки?» — спокойно спросил я. И дверь подъезда они магнитом вырывали, чтобы вежливо постучать. «Лом — твой аргумент, да, а вот магнит...» — Савельев потер переносицу. «Есть запись с камеры домофона соседнего подъезда. Качество дерьмо, но видно, как они ковыряются. Плюс твоя девчонка, Журавлева. Она показания дала. Жесткие. Про наркоту, про угрозы Хумцова, про вчерашний звонок с бомбой. При упоминании Хумцова лицо капитана скривилось, будто он лимон съел. «Хумцов — фигура», — процедил он. «Депутат районного собрания, меценат хренов. У него подвязки в прокуратуре. Знаешь, сколько раз на него дела заводили? 3. И все развалились». «В этот раз не развалится», — сказал я твердо. «Это почему же? У тебя есть туз в рукаве, бомж? Или ты думаешь, твое благородное слово перевесит его бабло?» Я наклонился вперед, насколько позволял привинченный стул. «Телефон». «Что телефон?» «Телефон того урода, татарина. Я его подобрал, когда он выпал. Я ответил на звонок. Звонил Хумцов. Спрашивал: «Ну что, горит?» Я ему ответил. Этот звонок зафиксирован в биллинге. Время, место, голос. Это прямое руководство терактом. Соучастие, организация. Даже самый продажный судья не сможет это игнорировать, если запись приобщить. Савельев затушил окурок в переполненной пепельнице. Медленно, с нажимом. «Телефон изъяли», — сказал он тихо. «Он у вещдоков. Если то, что ты говоришь, правда, правда. Проверьте журнал звонков. Входящий в 2:15 ночи. Контакт — босс». Капитан встал, подошел к окну. За грязным стеклом занимался серый, мучительный рассвет. «Если я дам этому ход, Клюев, начнется война. Не твоя окопная, а кабинетная. Меня сожрут. Хумцов позвонит наверх, приедут важняки из главка, заберут дело, и оно потеряется. А тебя найдут в камере, повешенным на собственной рубахе. Совесть замучила». Он повернулся ко мне. В его глазах я увидел не страх, а усталость человека, который хочет поступить правильно, но забыл, как это делается. «Зачем тебе это, Витя? Ты же никто. Ты мог уйти, уехать, раствориться». «Я не никто», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Я русский офицер, пусть и бывший. И я не воюю с бабами. Я своих не бросаю. А Настя, она теперь моя, как дочь. Если я ее сдам, я сдохну. Не физически, капитан. Внутри сдохну. А там уже и так мало живого осталось». Савельев долго смотрел на меня. Потом выругался смачно по-русски в 3 этажа. Подошел к сейфу, достал бутылку водки и 2 граненых стакана. Плеснул в оба. «Не по уставу», — буркнул он. «Но нервы ни к черту. Будешь?» Я в завязке.
Уважаю. Он выпил залпом, занюхал рукавом. Ладно, сапер, хрен с ними, с погонами, задолбало. Этот Хумцов мне самому поперек горла стоит. Торгует смертью в моем районе, а я должен ему честь отдавать. Нет. Он схватил телефон внутренней связи. «Дежурный, приведи ко мне эксперта, срочно. И чтоб телефон из вещдоков принес, тот, черный, разбитый. И скажи там, пусть Журавлёва не упускают пока, но чаю ей налейте и бутерброд дайте. Она не подозреваемая, она потерпевшая». Положив трубку, он сел за стол и посмотрел на меня уже по-другому, как на сообщника. «Значит так, Витя, сейчас мы оформим явку с повинной. Ты пишешь, что нашел лом, увидел попытку поджога, вступился. Это 37-я статья, чистая. Но тебя я пока не выпущу. В камере тебе безопаснее. На улице тебя грохнут люди Хумцова, пока мы его не закроем. Посидишь пару суток?» «Посижу. В тепле и на казенных харчах. Курорт. 2 суток в ВВС прошли как в санатории. Меня кормили баландой, которая после помоечной диеты казалась амброзией. Я спал на нарах, и никто не пытался меня убить. Но новости просачивались. Тюремный телеграф работает исправно. К вечеру 2-го дня конвоир, молодой парень, шепнул мне через кормушку: «Слышь, дед, там кипиш по твоему делу. Кабана взяли. Прямо в ресторане, мордой в салат». ОМОН работал. Говорят, запись разговора всплыла в интернете, кто-то слил. Я улыбнулся в темноту камеры. Савельев. Старый лис. Он понимал, что просто приобщить запись к делу мало, она исчезнет. Он слил ее журналистам или блогерам. Теперь, когда голос депутата Хумцова, приказывающего сжечь людей, гуляет по сети, замять дело не получится. Общественный резонанс — страшная сила даже в нашей стране. На 3-е утро дверь камеры лязгнула. «Клюев, на выход, с вещами!» В коридоре меня ждал Савельев. Вид у него был помятый, но довольный. «Свободен, бродяга. Под подписку о невыезде. Дело переквалифицировали. Теперь ты главный свидетель обвинения. Хумцов в СИЗО, ему уже предъявили организацию покушения на убийство и покушение на теракт. Те 2, татарин и рыжий, сдали его с потрохами, чтобы скостить срок. Наркоту на складе тоже нашли, собаки унюхали остатки фасовки. Кабану светит 20-ка строгача. Он протянул мне руку, я, помедлив секунду, вытер ладонь о штаны и пожал ее. Рукопожатие было крепким, мужским. «Спасибо, капитан. Тебе спасибо за то, что разбудил». Он сунул мне в руку бумажку. «Это мой личный. Если кто прижмет, звони. И вот еще». Он протянул мне пакет. В нем лежали мой паспорт. Новенький, только что выправленный. Я подсуетился через паспортный стол. Ускоренная процедура. Ты теперь гражданин, Клюев, а не биомусор. Не пролюби. Я вышел на крыльцо ОВД. Солнце слепило глаза. Снег, свежий и белый, укрыл грязь города, делая его чистым и нарядным. Воздух был морозным, но пах он не гарью, а надеждой. У ворот стояла она, Настя. В пуховике с красным носом, переминалась с ноги на ногу. Увидев меня, она бросилась навстречу. Не плакала, нет. Улыбалась. «Выпустили!» Она схватила меня за руку. «Дядя Витя! Витя! Пошли домой!» «Домой?» Я опешил. «Настя, мне нельзя к тебе. Я же... ты видишь». «Пошли!» — я сказала. В ее голосе появились стальные нотки, которых раньше не было. «Мама ждет. Мы пирог испекли. С капустой. И баню тебе истопили. В смысле, ванну набрали. С пеной». Я смотрел на нее и не верил. Я, старый пес, привыкший к пинкам, не знал, что делать с лаской. «Настя, я не могу. У меня ни денег, ни работы. Я тебе обузой буду. Ты мне жизнь спас», — отрезала она. «И маме. Какая обуза?
Ты теперь семья. А в семье не считают, кто сколько съел. Она потянула меня за рукав моего нового, старого отцовского бушлата, и я пошел. Я шел по улице, чувствуя, как хрустит снег под нормальными ботинками, чувствуя тепло маленькой ладошки, держащей меня за локоть. Прохожие косились на странную пару. Молодая, красивая девушка и седой мужик с лицом, изрезанным морщинами, как карта минных полей. Но мне было плевать. Я знал, что впереди будет трудно. Мне придется заново учиться жить в мире людей, искать работу. Кому нужен сторож-инвалид? Восстанавливать навыки общения, бороться с призраками прошлого, которые приходят по ночам. Но главное я уже сделал. Я разминировал свою жизнь. Бомба, которая тикала внутри меня все эти годы, бомба одиночества и ненужности, была обезврежена. Мы свернули во двор, тот самый, где 3 дня назад я стоял с ломом. Окна Настиной квартиры светились теплым желтым светом. Там ждал чай, там ждал пирог, там ждала жизнь. «Знаешь, Витя», — сказала вдруг Настя, когда мы подошли к подъезду, «а Хумцова, говорят, жена бросила. Сразу, как узнала. И счета арестовали». «Бог не фраер», — повторил я свою любимую присказку. «Он все видит». Мы вошли в подъезд. Дверь захлопнулась, отрезая нас от холода и тьмы. Доводчик тихо зашипел, словно выдыхая. «Все, все, все». Я поднялся на 2-й этаж, и впервые за много лет я не чувствовал запаха подвала. Пахло жареной капустой и сдобой. Я был дома. Эпилог. Полгода спустя. Снег сошел, обнажив черный асфальт, потом высохли лужи, и город накрыло пыльным, зеленым маем. Я сижу на скамейке в парке. На мне чистая рубашка, выглаженная Настей. Я теперь работаю, не поверите, в школе, завхозом. Директор, старая жакалка, посмотрел на мои руки, потом военный билет и сказал: «Пьешь?» «Нет». «Руки откуда надо?» «Из плеч». «Принят». Зарплата небольшая, но нам хватает. Настя устроилась администратором в салон красоты. У нее талант ладить с людьми, она расцвела. Щеки розовые, глаза сияют. Мама ее, Анна Сергеевна, потихоньку начала говорить. Мы с ней по вечерам читаем вслух. Я читаю, она слушает и кивает. Иногда поправляет ударение. Учительница же. Вчера был суд. Хумцову дали 18 лет. Строгого режима. Когда зачитывали приговор, он плакал. Не от раскаяния, от жалости к себе. Я смотрел на него из зала и не чувствовал ничего. Ни злорадства, ни ненависти. Он был для меня пустым местом, отработанным материалом. Я достал из кармана пачку сигарет, повертел в руках и спрятал обратно. Бросаю. Настя ругается, говорит, кашель у меня плохой. Надо слушаться. Она теперь главная. Я посмотрел на небо. Оно было высоким, синим, бесконечным. Где-то там летел самолет, оставляя белый след. Жизнь штука сложная. Иногда она бьет тебя лицом об асфальт, а иногда протягивает руку помощи, когда ты уже готов сдаться. Главное — вовремя эту руку заметить и не отпускать. «Дядя Витя! Вить!» Настя махала мне рукой с аллеи, держа в руках 2 стаканчика с мороженым. «Иди скорее, растает!» Я встал, расправил плечи, спина почти не болит, и пошел к ней, к моей дочке, к моей спасенной душе. Я иду, и я живой.